А девальвация рубля привела к снижению ставок по депозитам в российских банках. В марте по сравнению с прошлым месяцем она снизилась на 0,3%. К 1 апреля она опустилась до 13,5%. Долларовые ставки пострадали не так сильно. Снижение составило всего 0,09%, евро – 0,1%. Причина падения кроется в действиях Центробанка России. В марте ключевая ставка в очередной раз была снижена с 15% до 14% годовых. Между тем, огорчение россиян, которые недополучат денег с капитала, едва ли понятны тем, кто рассчитаться с долгами не в силах. Общая задолженность по рублевым жилищным кредитам по сравнению с прошлым годом выросла на 30%. Из-за падения рубля обслуживать долларовые кредиты многие россияне не в силах. Между тем, в нашей стране количество кредитов, выданных населению, продолжает расти. Причем как в национальной, так и иностранной валюте. Да и кыргызстанцы начали активнее брать кредиты. На конец 2014 года объем кредитного портфеля коммерческих банков составил 79 миллиардов сомов, повысившись с начала года на 46%. Особым спросом начали пользоваться сомовые займы. Их количество увеличилось на треть. Выданных долларовых кредитов стало больше всего на 4%. Но это самые востребованные займы. Больше половины или почти 57% займов в американской валюте. Кредиты в сомах в среднем выдаются под 21% годовых, в долларах – под 15%. Кстати, количество задолженников в Кыргызстане, в отличие от России, сократилось. Доля просроченных кредитов составила всего 2%. «Капитал» побеседовал с представителями банковской сферы, чтобы узнать, сказываются ли проблемы в российской финансовой системе на отечественном кредитовании. У государственного АИЛ-банка недостатков в клиентах весной не бывает. Через это финучреждение традиционно получают кредиты фермеры под скромные 10% годовых. Займы на другие нужды государством не поддерживается, а значит и стоимость других кредитов возрастает по рыночным законам. За последнее время на сомовые кредиты цена поднялась с 25% до 30%, а вкладывать средства на хранение в отечественные финансовые учреждения становится все выгоднее, правда, только в сомах. То, что касается банковской сферы Кыргызстана, идет повышение процентных ставок по сомовым депозитам, по депозитам национальной валюте. Если раньше ставки были в пределах 12-14% годовых, то они сейчас достигают до 16-17% годовых. При этом процентные ставки по долларовым депозитам они снизились. Допустим, в нашем банке они снизились на 2 пункта. Демирбанк депозитные ставки менять не стал. Вложить сомы можно, как и раньше, под 11%, а доллары под 5%. Изменились только условия кредитования. Займы в национальной валюте в этом банке увеличились в цене до 22%, а вот долларовые кредиты немного подешевели, до 17%. Экономическая ситуация внесла свои коррективы в деятельность банковской системы. Опасаясь, что кыргызстанцы, еще до кризиса взявшие долларовые кредиты, не смогут расплатиться по счетам, Демирбанк пошел навстречу должникам. Мы процесс начали с осени. Нашим клиентам, в первую очередь физическим лицам, мы конвертировали, то есть переводили долларовые кредиты в сомовые. Как раз для того, чтобы снизить вот это бремя нагрузки для наших клиентов, мы провели вот такие операции с клиентами. И на данный момент у нас большая часть нашего портфеля именно в сомах, это по физическим лицам, как раз для сокращения вот этих рисков роста курса валют. В Росинбанке стоимость кредитов несколько увеличилась. Финучреждение отмечает, экономическая ситуация, в частности угроза девальвации, сыграла на руку банку. За 2 года депозитный портфель увеличился в 2 раза и перевалил за 3 миллиарда сомов. Я должен сказать, что понимание у населения о том, что как раз именно в период, когда высокие инфляционные ожидания, когда есть возможность девальвации тех денег, которые у вас на руках, именно в этот период надо идти в банки, вкладывать эти деньги на счета, чтобы эти деньги работали, и давали возможность избежать тех финансовых потерь, которые могут быть. Как отметили в финучреждениях, число кыргызстанцев, неспособных расплатиться с долгами, больше не стало. В отдельных случаях банки стали более избирательно подходить к людям, желающим получить заем, и подробнее описывать риски, связанные с получением кредита.